Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, заранее огромное спасибо за ваши лайки, за ваши добрые, хорошие комментарии и за ваши донаты. Дай вам Бог в 100 миллион раз больше, чем вы помогаете моему каналу. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Песочек раскроет для вас тайны вашего будущего. Пожалуйста, посмотрите на песок, подумайте о своей жизни, о своих планах, о своих мечтах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие тайны и секреты раскроет для меня песок? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и отправить для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие тайны откроет именно для вас, именно сейчас мой песочек. Тайны по судьбе. Тайны будущего. Что же там скрывается? Что ждет вас в будущем? Каким оно будет для вас? Хорошим или плохим? Какие люди, обстоятельства вам будут встречаться? Так. Ну, тут судьба, тут сама судьба, мои дорогие, звезда. В голове звезда, вот она звезда, красивая, прекрасная звезда. Но она сейчас, на данный период времени, да, просмотра, она перевернута. Говорит она о будущем, конкретно о будущем. Не сейчас, в будущем. Эта звезда войдет в свой зенит и будет вам от нее большое-большое исполнение. Мечты, желания, вот все, что у вас там в голове есть, в вашей светлой головушке, вот оно все и исполнится. На донышке здесь вы в каком-то лежачем положении, человек, который, скажем так, отчаялся, разуверился, устал, надоело, не верю. Да, вот человек именно в таком состоянии. Вот такие слова у меня пришли. Почему? Да потому что тяжело. Реально, очень тяжело. Не хватает любви, не хватает чувств, не хватает заботы, ласки. Никто не балует. Никто не уделяет внимания настолько, насколько вы заслуживаете. Смотрите, вот вы лежите, а у вас на груди вот пустая чаша любви. Видите, она пустая. Ну, где-то там на донышке чуть-чуть осталось, да. И даже вот черпачок тоже пустой. Понимаете, пустой. И даже ягодки вот растут пустые. Они, скажем так, несъедобные. Понимаете, вот такой момент опустошенности. Почему это происходит? Да потому что, мои дорогие, это затишье перед новым началом, перед новым начинанием вашей жизни. Вот я заметила несколько гаданий подряд, я вижу, мои зрители, они проходят какую-то очень важную судьбоносную трансформацию. У кого-то она проходит более ярко, у кого-то более там, тускло, да, но тем не менее. Все за собой замечают какое-то вот настроение подавленное, нехватка чувств и эмоций. Вот как будто бы заблокированный человек, да, и понять, что происходит, практически невозможно. Вот, мои дорогие, у вас именно вот период трансформации, глубокой трансформации, которая неизбежно приведет к вас к улучшению вашей жизни и по качеству, и по уровню, и по, скажем, исполнению всех ваших желаний. Здесь я вижу момент, когда вот самое, что у вас выстрелит, да, вот прям четко, вы тоже можете вместе со мной это увидеть. С одной стороны, смотрите, рыба, вот она рыба, это ресурсы, причем рыба, которую поймали на крючок, и две кирки, видите, вот одна кирка, да, и вторая кирка, две кирки, которые вот пытаются вот этот бриллиант, скажем так, подрубить, да. Это ваша работа, это ваши достижения по работе, по вашим увлечениям, по вашим делам. То есть это не обязательно 100% работа там, где вы каждый день ходите, там зарабатываете. Это может быть ваше увлечение, хобби, то, что приносит вам удовольствие, то, что приносит вам радость и то, в чем вы себя реализуете. Понимаете, здесь именно то, чем вы занимаетесь, принесет вам ресурсность, рыбу принесет, доход принесет, улучшение материального положения во много-много раз. Рыба, смотрите, какая крупная, крупняк такой прям.
Замечательно, мои милые. Дождитесь, это будет 2 кирки, 2 дела. Вот я тоже вот заметила по песку, постоянно у меня идут такие моменты, что мои девочки, женщины, они очень такие трудяшки, очень трудолюбивые, очень много у них дел, забот. И они вот прям, ну не то чтобы на износ работают, да? Кто-то может и так, к сожалению, ну а кто-то вот может в себе совмещать 2 каких-то работы, 2 каких-то увлечения, хобби, вот то, что, ну, то, что мы называем работой, да? 2, видите, 2 кирки все-таки, 2, одна побольше, помощнее, другая поменьше, но тем не менее, эти обе 2 кирки приносят вам исполнение и приносят вам вот эту ресурсную рыбу, которая вот прямо она такая большая, мощная рыба, даже не знаю, тут какой-то вот толстолобик такой крупный, на удочку поймался. Мои дорогие, замечательно. Ваши труды будут вознаграждены. Что касается работы, то смотрите, вот этот бриллиант, а это бриллиант, вы обязательно добудете. Добудете, и будет вам от этого большое-большое счастье. Тут мало того, что вы его добудете, тут еще и признание. Признание вас идет. Знаете, вот как будто бы в рыцари вас посвятят. Не знаю, то есть вы какую-то миссию, да, вот какую-то миссию выполните, понимаете, вот в прямом смысле слова. Это выполнение какой-то миссии. И, ну, скажем, такая позиция, когда вы раньше были там в оборонительной позиции, вы боролись за себя, за свой мир, за своих родных и близких, и теперь вы понимаете, что все, вы свою миссию выполнили успешно, удачно, и теперь наслаждаетесь заслуженным отдыхом и наградой. Вот такая идет ситуация. С другой стороны, у нас чаша любви. Она же похожа на, скажем, очаг. Потому что крыша есть, понимаете, крыша. Смотрите, какая прекрасная чаша. И она наполняется. Смотрите, раз она наполнилась, то есть человек, который ее наполняет. И еще раз, мои милые, это человек, который вас осчастливит. Это человек, который подарит вам любовь, счастье, заботу, ласку. Все то, в чем вы нуждаетесь. Все то, о чем вы сейчас вот лежите и мечтаете. Смотрите, вы лежите с пустой чашей, а вот она чаша полная к вам идет в жизнь. Обязательно это все придет, обязательно это все у вас исполнится. Главное, верьте, верьте и понимайте, что все так и будет. Да, сейчас не самый лучший период жизни. И принять, осознать, что, дескать, какие-то трансформации проходят. Так, ерунда какая-то, да, вот скажете вы мне. А я скажу нет. Нет, потому что многие мои зрители, они чувствуют, душой чувствуют, своей интуицией, своим разумом, чувствуют, что что-то не так. Да? Вот кто-то может прям чувствовать, что вас готовят к какому-то необычному делу, событию, да, вот предвкушение, идет предвкушение. И знаете, это не обманка, так и будет, потому что человек, который вас осчастливит, он уже рядом. Он ходит энергетически где-то рядом, похожими дорогами, либо дорогами с вами общими, в прямом смысле слова, да, по вашим дорожкам ходит, либо по энергетическим дорожкам, которые вы там себе на будущее планируете. Там, я поеду куда-нибудь, там, не знаю, в Сочи, да, допустим, а этот человек, он уже там, либо он тоже об этом думает, он тоже планирует, думает, вот я через месяц, там, полтора поеду в Сочи. Понимаете, вот энергетические дороги у вас схожи. И этот человек, он, смотрите, мало того, что он идет в вашу жизнь, так он с собой несет очень много каких-то благостных вещей, понимаете, здесь, во-первых, флаг победы идет однозначно, флажок, которым вот прям будете махать, да, вот флаг победителя. Также он несет свет в вашу жизнь, свет, достижения, ну не знаю, там счастье, радость, взаимопонимание, взаимопроникновение, то есть какие-то такие благие моменты, освобождение. Кстати, будет вам помогать, ой, будет помогать, будет для вас, там, я не знаю, там и посуду мыть, и стирать, и убирать, причем в радость, его и просить не надо. Он будет делать все сам. Это человек хозяйственный, вот как хотите, очень хозяйственный. Очень-очень. Тут даже и готовить, наверное, вкусно будет. Слушайте, ну он прям избавит вас от каких-то забот и вот каких-то хозяйственных вопросов. Все на себя возьмет. Смотрите, человек этот идет к вам вот такой рыбой. Рыбой-меч. Да, это как дельфин, только худенький. Худенький дельфин — это человек, который, скажем так, эмоционально он прошел очень много испытаний в прошлом. Очень много. Но он смог себя
скажем так, собрать в единое целое, смог себя восстановить, и ему нужно, чтобы вы его вот откормили в плане эмоций и чувств, то есть чтобы согрели его одинокую душу, чтобы залечили какие-то душевные раны. Вы ведь тоже раненый человек, вот как ни крути, вот кто бы меня не смотрел, мои дорогие, вот у меня прям 100% ощущение, что у вас есть раны на сердце, на душе, какие-то душевные муки, которые вас никогда вот прям в последнее время не отпускают, очень сильно давит, давление на грудь идет. Вот этого человека, у него похожие ощущения, да, и его нужно наполниться позитивной энергией любви, и вам нужно наполниться. Вы друг друга будете наполнять. Смотрите, он по сравнению с вами намного вот как помощнее выглядит, да, но тем не менее я вижу, что и вы ему очень много дадите. А здесь вот у нас в центре под звездой, тут вообще у меня картинка 18+, как хотите. Я вижу, что тут люди, они, ну, скажем так, они целуются, они смотрят друг другу в глаза, они друг друга ощущают, и им от этого невероятно прекрасно, невероятно хорошо. То есть здесь однозначно у вас впереди вот именно идет первым планом это ваша ресурсность, когда вы зарабатываете, вы довольны собой, своей жизнью, тем, как у вас все идет. И вторым планом, да, но тем не менее самым главным, на мой взгляд, это самый главный, это исполнение вашей мечты, встреча со своей второй половинкой, с человеком, с которым будет и любовь, и радость, и счастье. Вот такая вот у меня вышла для вас, такое вышло, вернее, предсказание, мои дорогие. На этой хорошей, радостной ноте пожелаю вам поскорее встретить этого мужчину, поскорее реализовать себя, все свои таланты и возможности. Никогда в себе не сомневайтесь и знайте, что самое лучшее у вас впереди. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.